Пам-парам-пуп-ти-пам-пу. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Пу-ду-пи-ду. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит очаровательная певица, заслуженная артистка Республики Татарстан Мария Семенова. Привет, Мария! Как дела? Очень рада видеть тебя. Конечно же, я принесла куштанаш. Ну, это для тебя и для съемочной группы. Вы послушайте. С любовью от Марии Семеновой. Отлично, спасибо. И, конечно же, вот такую заготовочку я принесла, поскольку сейчас осень. Я предлагаю тебе попробовать, если ты откроешь, то мы вместе с тобой попробуем. Кстати, я вспоминаю те заготовки, которые делала в том числе моя мама. Тут прям дата есть, то есть когда подписываешь, какой салат, когда сделан. Да. Открываем? Давай. Вкусно! Вкусно? Очень вкусно. Мария, расскажи, что же там такое? Это такая заготовочка на зиму, потому что сейчас осень, естественно, всем хочется сохранить витамины и вкусности, которые дает нам природа. Поэтому предлагаю сегодня приготовить этот зимний салатик. Давайте сделаем это вместе и прямо сейчас. Мария Семенова – певица, заслуженная артистка Республики Татарстан. Родилась в Казани, окончила эстрадное отделение Казанского музыкального училища имени Аухадеева, затем Университет управления ТИСБИ. Мария – лауреат многочисленных конкурсов, финалистка и победительница телепроектов на российском телевидении. Сейчас, помимо исполнительской деятельности, руководит музыкальным направлением Академии популярной музыки Игоря Крутого, преподает вокал, а также ее можно часто заметить в жюри различных творческих конкурсов. В этом году певице присвоено звание «Заслуженная артистка Республики Татарстан». Мы начинаем готовить зимний салат по специальному рецепту Марии. Рассказывай. Так, ну для салата нам потребуются помидоры, болгарский перчик, сахар, сливочное масло, немножко уксуса и соль. С самого начала мы будем с тобой резать помидорки. Пока можем их резать В произвольной форме? в произвольной форме, потому что мы их будем с тобой в блендер опускать. Мария, ну сначала первый вопрос. Рецепт этого блюда. Вообще рецепт, все, кто дружит со мной, и все мои близкие друзья знают прекрасно, что моя мама очень вкусно готовит. Она готовит все, и пироги, и в том числе вот эти зимние заготовки. Естественно, есть у нее много всяких рецептов, но я выбрала самый такой оптимальный вариант, который занимает минимальное количество времени. Молодежь говорит лайтовый. Ну, он Не совсем, да? лайтовый в плане времени, скорее только, если. Вот, поэтому это как раз-таки на заметку молодым хозяйкам, у которых нет возможности, может быть, долго стоять у плиты, или молодежи, которая хочет потом удивить своих друзей каким-то вкусным блюдом. Продолжая тему кулинарии, расскажи, какие еще блюда вот относятся к твоим фирменным? Я бы не сказала, что у меня как бы много каких-то фирменных блюд, но я очень люблю готовить мясо. Я его готовлю по-разному. Очень люблю добавлять такую, делать кухню фьюжн, то есть добавлять к мясу фрукты, например. Вот мне очень нравится экспериментировать. Мария, а из блюд татарской кухни что-то готовишь? Вообще, в принципе, готовлю, но не сказать, что умею очень много чего готовить. Люблю ходить в гости к моим татарским друзьям, которые угощают всегда очень вкусно, сытно, интересно. И всегда прошу дать рецептик. Стараюсь дома делать, но не всегда получается прямо именно по-татарски. Что делаем с помидорами? Так, сейчас мы все это закладываем в блендер и делаем пюре. Потом это пюре мы отправляем. В наш чудо-казанок. Да, в кастрюльку. Сколько минут мы будем готовить это пюре? 10 минут у нас должно покипеть это пюре. То есть мы должны довести до кипения и 10 минут подождать, когда оно покипит. Включай. Руслан, оставшуюся часть мы тоже сюда заливаем. Достаточное количество помидоров получилось здесь? Вообще, честно говоря, ту пропорцию, которую мы сегодня взяли, это ровно половина той, которая должна быть. Вот сколько баночек таких вот получается? Получается 4 баночки. Но На сегодня у нас будет получится 2, да. Так, накрываем крышкой. Накрываем крышкой, ставим на огонь. Как только закипает, даем покипеть 10 минут. А за это время мы пока порежем перчик.
Давай, вместе. Пока не солим, не перчим. Ничего да? не делаем. Хорошо. Перчики мы режем достаточно крупно. Что потом тоже сделать пюрешку? Нет, пюре Здесь уже пюре мы пюре не делать будет. не будем, но просто чтобы они были такие ощутимые достаточно в этом нашем салате. Длинными кусочками, я думаю, резать не стоит, потому что потом это будет не очень удобно кушать. Мария, продолжаем наш разговор. Уверен, что ты смотрел выпуски нашей программы и заметила, что в нашей программе не только вкусные рецепты, но и красивые песни звучат очень часто причем. Ну Да. а когда рядом со мной заслуженная артистка Татарстана, уверен, песен сегодня будет много. С чего начнем? Так, с чего начнем? Я думаю, что начнем, наверное, с той песни, которая будет известна, во-первых, многим, которая называется «Верни мне музыку». Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, на виду всех знакомых уведу, на беду, быть может, на беду. Одной натянутой струной мы связаны с тобой. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Браво, Мария, браво! Спасибо. Такая красивая песня. Такое прекрасное исполнение, даже, понимаешь, Я На секунду подумала, ты остановился. сейчас скажешь, какой прекрасный английский. но Мария поет и на английском в том числе. Но это мы позже споем. Да, сейчас давай вспомним детство. Мария, помнишь ли ты тот момент, когда ты впервые вышла на какую-то сцену, я не знаю, школьную, в садике, и вот так же красиво исполнила какую-то песню? Я точно могу помнить и знать, что вышла на сцену я впервые в детском саду. Я не помню, когда это было в первый раз, но знаю точно, что на протяжении всего времени, пока я была в детском саду, я участвовала во всем. В основном это были какие-то театральные постановочки. Потом это плавно перетекло в школьную жизнь. В школьной жизни тоже мне учиться практически было некогда, потому что я участвовала во всех концертах, во всем, где только можно. Хотите танцевать? Я. Хотите петь? Я. Хотите там что-то еще нужно провести? Не вопрос, я все могу. Ну, это я Активистка, сейчас комсомолка, не красавица. хвалюсь, а просто говорю, что вот так оно было, и мне было все интересно. Руслан, ну, в общем, все у нас готово. Теперь мы это запускаем в наши Казан. кипящие Помидорки. помидорки. Вот они уже кипят. Хорошо. Мы сюда их отправляем. Так, аккуратненько. То есть и вот сейчас, я думаю, тот самый момент, когда мы будем добавлять уже Да. все остальные ингредиенты. Именно сейчас. Мария, ну и продолжаем наш интересный разговор. После окончания школы ты сразу пошла вот по направлению музыки? Или все-таки мама, наверное, сказала: доченька, будь экономистом или юристом? Вообще получилось так, что я ходила заниматься в музыкальную школу, но музыкального образования в музыкальной школе я так и не получила. То есть я ходила туда просто на хор к моему педагогу, который потом уже на всю жизнь стал моим педагогом, к Марковой Людмиле Борисовне. Привет ей большой. И я пела в хоре, потом я пела в ансамбле и прочее. На секундочку прервусь, потому что нам нужно сюда добавить все ингредиенты. Об этом мы не забываем, прошу. Что Да. добавляем? Расскажи. Мы добавляем сахар. Вот прям сыпем сейчас сюда. Подсолнечное масло добавляем. Чуть-чуть. 50 грамм И буквально. белая прозрачная жидкость — это? Это уксус. А, Уксус. еще соль мы добавим. Соль. Вот буквально на краешке ложечки. Так. Вот примерно так, да. И о половиненном, так скажем, рецепте половина столовой ложки уксуса добавляем. Перемешиваем и закрываем крышкой. Перемешиваем, закрываем крышкой и засекаем еще 20 минут. Ну и продолжая нашу тему, после того, как я училась
училась и не училась в музыкальной школе, мы с Людмилой Борисовной приняли такое решение, что, наверное, мне нужно поступать в музыкальное училище. Но я, конечно, готовилась к этому поступлению. Можно все закрыть крышечкой Так. уже. Я готовилась к этому поступлению, поступила на эстрадное отделение, на котором не требовалась корочка в музыкальной школе. Требовался лишь Голос. Вот после того, как я закончила музыкальное училище, после этого я все-таки получила высшее экономическое образование. Вот вам и поворот. Все самое интересное в беседе с Марией Семеновой услышите и увидите после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Заготовка на зиму из перца и помидоров. Помидоры нарезали на дольки, измельчили при помощи блендера, перелили в казан и варили на медленном огне 10 минут. Далее к помидорам добавили нарезанный на небольшие ломтики болгарский перец, а также сахар, соль, растительное масло и уксус. Содержимое казана накрыли крышкой и варили еще 20 минут. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы сегодня готовим с очаровательной певицей Марией Семеновой. И сегодня Мария рассказала нам оригинальный рецепт салата на зиму. Тот самый салат, который можно законсервировать и спокойно всю зиму открывать, наслаждаться ароматом осенних овощей. Так и есть. Ну а пока у нас готовится салат, пока у нас там еще 20 минут он должен у нас покипеть, он у нас кипит. Время мы засекли. Я предлагаю сделать очень-очень быструю творожную запеканку. Ту, которую можно сделать с утра. Ее можно кушать сразу, а можно приготовить с вечера и утром наслаждаться на завтрак этой замечательной запеканкой. У татар это блюдо называется эремшек табясы. Начинаем. Сначала мы кладем творог. Так. Потом яйца. Потом мы добавим сахар. Я сделаю вид, что я Стакан. тоже помогаю. Буду перемешивать. Мария, продолжаем знакомить зрителей с самыми интересными фактами жизни Марии Семеновой. И я вспомню тот самый факт, когда ты поехала на конкурс, сейчас ездят на «Голос», а тогда был конкурс «Утренняя звезда», Да, куда это- маленькие дети мечтали легендарный попасть, чтобы конкурс. их родители увидели их по Первому каналу. Расскажи, пожалуйста. Конечно же, я помню этот легендарный конкурс, и я думаю, что многие помнят этот конкурс. Попасть на него казалось просто, я не знаю, чем-то немыслимым. Мечтой. Мечтой. Мы ездили туда в составе дуэта «Soul». Просто так получилось, если забегая немножечко назад, обратно вернуться, когда я пела у Людмилы Борисовны. Сначала я пела в хоре, потом я пела в ансамбле, потом я пела сольно. Но потом, когда мы по отдельности, там были еще другие девочки, мы все позанимали уже все места первые, и нас уже не брали на эти конкурсы, мы решили сделать дуэт. Дуэт. И дуэт очень хорошо и долго просуществовал, очень продуктивный, очень помню, хорошо продуктивный и интересно очень просуществовал. Аленочке Фергер, большой привет, пользуясь случаем. Мы поехали первый год, победили. И получается, что там весь конкурс делился на 4 этапа. Победители зимы, весны, лета и осени. И у каждого этапа был свой победитель. Сезонный. Потом эти победители встречались уже в суперфинале. В суперфинале мы заняли 2-е место, но оно было тоже очень почетное. На секунду вернемся к нашему блюду. Яйца я с творогом перемешал И с тщательно. сахаром. Сахар, да. Мы теперь добавляем ванильный сахар. Да. Так, Ванильный. чуть-чуть. Нет, не чуть-чуть. Вот эти прям 2 пакетика и добавляем. Отлично, перемешиваем. Кстати, но это же у тебя не единственные конкурсы, Мария. Да, конечно. На протяжении всего времени, пока мы учились в музыкальном училище, да и потом, когда я в институте уже училась, было очень много конкурсов. И джазовых, и эстрадных. Просто то время, когда мы учились, это было самое зарождение вот этих конкурсов у нас. Сейчас, на самом деле, если открыть даже интернет, огромное количество конкурсов. Тогда их было не так много, и мы старались принимать участие во всех. Естественно, было очень много конкурсов, которые были связаны со студенческой жизнью непосредственно, откуда мы с тобой друг друга знаем. Да, давным-давно мы ведь играли в одной команде КВН. Да, вот. Ну давай вспомним, что я КВНщик, сейчас на сцене, и мы то объявляем музыкальный номер, выходит Мария, и что вы будете петь? Ну, я думаю, что мы не будем привязываться к КВН, но пусть это будет немножко юмористический такой номер в моем исполнении. Я спою такую песню. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, poo-poo-pitter. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you.
I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my boop-de-bum-boo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Бу-ду-би-ду. Спасибо большое. Браво, браво. Спасибо. Теперь, возвращаясь к нашему блюду, я предлагаю все это взбить блендером. Тогда консистенция будет очень похожа на чизкейк. Итак, начинаем, не торопясь. Делаем из нашей массы чизкейк, да? Ну, такую просто однородную, более Массу. однородную. Потому что творог бывает разный, он бывает более зернистый, бывает такой, как у нас сейчас. Готово. Так, это готово. Теперь нам нужна сковородка. Секундочку. Пожалуйста. Такая подойдет? Да, отлично. Мои Супер. любимые? Прошу. Я буду с ней бережно относиться к ней. Так, что мы делаем? Мы берем сливочное масло. Нужно, чтобы оно было теплое. И намазываем. Тщательно смазываем Тщательно, сковородочку. вот так прям тщательно. Я рассказываю, для чего мы это делаем. Мы смажем сейчас сковородочку маслом. Обильненько. Потом, обильненько. Потом также обильненько мы высыпем на это все равномерно манку. Для, Вот того, для чего она нужна. для того, чтобы получилась очень красивая, вкусная корочка. Как у Слушай, королевской ватрушки. Такое я еще на кухне нашей не делал. Да, правда? Ну а сейчас еще расскажи, ведь у тебя были еще телевизионные проекты, их было множество. Ну, множество, не множество, но были проекты очень интересные. На тот момент самые рейтинговые? На тот момент самые рейтинговые, да, как раз вместе с «Фабрикой» на Первом канале выходил такой проект, как «Стань звездой». Я думаю, что любители подобных реалити-шоу очень помнят эти проекты. «Стань звездой», «Народный артист». Потом позже уже был «Песни для вашего столика» на НТВ, очень интересный проект тоже. Я в них тоже принимала участие, естественно. А можешь вспомнить тех вот вокалистов, которые участвовали с тобой в этом проекте и сейчас уже стали звездой? Ну, самая звезда, конечно, Саша Панайотов, который по сей день остается, вот поверьте, абсолютно таким же добрым, отзывчивым молодым То есть человеком. вы на связи с ним? Мы на связи, да. Вот буквально в этом году я ездила на Розу Хутор на Рождество с детками выступать. И встретила его, и у нас была очень теплая встреча. Периодически мы там как-то списываемся. Но я искренне очень радуюсь его успехам, потому что он очень талантливый человек, и много-много лет после конкурсов, в которых мы участвовали вместе, у него не получалось как бы пробиться на такую большую, так скажем, сцену. Он был так хорошо известный в узких кругах. И это было всегда мне обидно, потому что он, правда, очень талантливый человек. Слушай, но сегодня программа не о Саше Панайотовой. Давай поговорим лучше о тебе. Тем более ты уже сказала, ездила с детками, говоришь, на Новый Ездила год. с детками. А ведь дочка Марии Семеновой прекрасно поет и уже дуэтом выступает с мамой на лучших мероприятиях нашего города. Да, это так. Мы с 4 лет у меня дочка занимается вокалом, и мы, естественно, я подумала так, что раз я все равно там, Вокалистка. раз я все равно там, и она все равно со мной, так пусть она тоже занимается делом. Итак. Так, мы подготовили, то есть мы помазали маслом, засыпали все края Вот так красиво маночкой. получается у нас. Да. И теперь мы просто это сюда выливаем. Заливаем, вливаем. Заливаем. Так, пожалуйста. Так, отлично. Все. Готово. Теперь мы отправляем это на 180 градусов в духовку на 30 минут. Пожалуйста. Сделаем это вместе. Давай. Творожная запеканка. Сковороду натерли сливочным маслом и присыпали манной крупой. Творог, сахар, яйца и ванилин смешали при помощи блендера до однородной массы. Залили в подготовленную сковороду и отправили запекаться в духовку на 30 минут. А сейчас, дорогие телезрители, самое интересное приготовление салата на зиму. Прошу. Так, берем баночки, будем закладывать. В горячем В принципе, виде прям, да? да, мы, во-первых, закладываем в горячем виде. Во-вторых, банки, можно их не стерилизовать, их можно просто, чтобы они были сухие и чистые. То есть прямо в горячем виде. То Да, есть не прямо надо в горячем виде. дожидаться И того, как оно остынет. самое главное, ну, тогда это не будет консервации, Вот, если вот, будет вот, вот. в холодном виде. Накладываем прям вот Полностью, под да? самую-самую. Вот еще, так вот. еще, давай. Еще. Ну, грамулечку, прям грамулечку. Всё, Достаточно. молодец. Закрываем Теперь мы крышечкой. это закрываем крышечкой. Так вот.
Дай, пожалуйста, мне прихваточку, потому что это горячо. Горячо. Так, мы Ну ставим вот так. я вспоминаю, именно так и стояли И у в нас таком банки. В таком когда я виде. был маленьким Сейчас еще. мы поставим еще вторую. Давай наложи еще, пожалуйста, вторую. Мария, есть у нас еще время поговорить. Расскажи, пожалуйста, про своих учеников. Ведь ты не только со своей любимой дочкой делишься секретами становления профессионального мастерства вокального, да. Откуда у тебя ученики? Да, с совсем недавнего времени меня пригласили работать в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Я там руковожу музыкальным направлением и параллельно еще занимаюсь детками. Вообще у меня такая насыщенная и неожиданная для меня детская жизнь началась. То есть какой-то такой вот новый и другой этап в жизни, Да, да? это так и есть, но я могу сказать, что это, правда, очень серьезное и очень ответственное дело. Свои-то дети ответственное дело, а чужие дети еще ответственней. Так, мы закрываем и переворачиваем. Пунк. И у меня есть предложение, кстати, касаемо наших заготовок. Любая зимняя заготовка, на ней по классическому рецепту самое главное что? Дата? Правильно. Изготовление? Поэтому у нас есть такие небольшие стикеры, на которых мы напишем, кто готовил сегодня, и наклеим на баночку. Так, пишем октябрь 2017, да? Это у нас будет дата. И обязательно подписываем, кто делал. А теперь нам нужно приклеить. Только приклеивать мы будем вверх ногами. Ты понимаешь, Это да? моё? Это мое. О, Теперь нам Красота! и зима не страшна. Заготовочки у нас готовы. мы их накрываем полотенчиком. А в это время накрываем на стол и пробуем наше блюдо эремчик табяса. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Ну а мы сейчас попробуем наше блюдо эремчик табяса. Прошу. Давай первый. Я первый, думаешь? Внимание. Причем блюдо из творога я очень-очень люблю. Я это уже поняла. М-м-м. Сладко? Сладко. Очень сочно. Молодец. Спасибо. Спасибо. Ура! Именно таким оно и должно быть. Но у этого блюда, кстати, если его отложить буквально на 3-4 часа, совершенно другой вкус в холодном варианте. Мария, на этом наше сегодняшнее кулинарное путешествие подошли к концу. К сожалению, очень-очень быстро Зачет пролетело время. мы тебе ставим на отлично. Все было вкусно, интересно. И самое главное, после программы у нас останется небольшой вкусный запас. Спасибо тебе большое. Спасибо большое вам за приглашение. Я надеюсь, что вы воспользуетесь этими рецептами, и на зиму у вас тоже будет такой же небольшой запас. Ну а сейчас красивая финальная песня. Поет Мария Семенова. Если кажется, что ты не удел, белая ночь, черная стала вдруг, и сказать тебе никто не успел главные на свете слова. Разве не ты, вижу вполне, самая лучшая на земле? Разве не ты, разве не я, самая лучшая? Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас на нашем любимом канале ТНВ. Пока-пока. Пока-пока.